Его, по-моему, не видно. Наоборот, видно его. Да. Вот я могу так еще снять. Что? Нет, она снимает 23 минуты. Почти 23. Так, идем дальше. Щелчок был просто. Щелчок-то нет, я не выключала. Там вот лодочка у него такая прям. Рыбацкая, вот так видно ее. И вот он сюда, главное, поплыл, так интересно. Мы идем, и он плывет. Вот написано Сивуч. Отряд ластоногие, семейство ушастые тюлени. С той стороны мы тоже показывали уже красавчиков. Так. Тут вот вода льется у нас. Мостик старенький. И вот такой водосброс. Водосброс. Да, пойдем к баранам. Барашкам. Тут вот столик стоит. Людям можно везде в зоопарке посидеть легко. Нет проблем. Здесь написано этнографический музей. 1912 год. Дом с террасой из Измаильского края. У нас в зоопарке очень много разного материала. То есть есть стенды, где материал этот преподнесен очень хорошо. Мне вообще это нравится. Потому что он очень информативный, зоопарк у нас. Очень. Что тут много развивающего всего. То есть и животные. Клетки у нас очень интересные у всех. Вот смотрите, вот в других зоопарках разве так? Вот такая клетка потрясающая. А вон он там за стенкой прятался. Да, это птички. Вот вторая есть птичка. Написана черный гриф. Вот такая. К нему ворон залетел. Видите? Вот такой вот. Надеюсь, его видно. Вот. Клетки мне нравятся. Они довольно оригинальные, интересные. Сама подача по себе. Вот как все оформлено. Представьте, как тут летом все утопает в зелени и цветах. Зоопарк потрясающий у нас. Очень хороший. Аналогов, мне кажется, я не видела нигде. Хотя я была много где. Вообще, я не очень люблю зоопарки из-за того, что там содержатся в неволе животные, но все-таки дикобразы вообще опасные животные, я считаю. Вот тут учи-пути, уже настоящие, не как в Нессельбеке. Видите, лапками они гребут. Есть и мальчики, и девочки. Такие симпатяшки. Я их сейчас фотографировать попытаюсь. Путечки наши. Сейчас. Так, сфотографирую сейчас, чтобы у меня тоже фотография была на память. Но вот так, если честно, кстати, мне надо вспышку в фотоаппарате отключить. Это первое. И второе, там будет озеро с рыбами, с птицами, где очень живописно. Так, козлы. Давайте снимать козлов. Голубой баран. Сынок, спасибо тебе большое. Он говорит, смотри, козлы, как ты, козерог. Тут ягодки какие-то или что тут? Они тут растут реально? Ой, я уже... Нет, черный, то что, он выглядит по-другому. Это голубой баран. Голубой баран, давайте смотреть. Смотрите, как он стоит смешно. Такой интересный. Видите, тут как-то так все от людей загорожено, чтобы никто не мог животное раздразнить, пощупать. Чтобы сам не пострадал, и животное не пострадало, что самое главное, например, для меня. Вот, электропастух, да. Вот написано, что электропастух, это значит, наверное, что вот эта вот решетка, возможно, под напряжением. Следующий провод, видишь? Следующий провод, вот он. Тоненький провод натянут, он под напряжением. И вот такие вот барашечки ходят тут. Ну, я их барашечки называю, на самом деле это козлы. Нет, это голубой баран.
Ой, бараны. Бараны. Для меня все бараши и козлы, и все. Дагестанский тур. И он, главное, сейчас так близко к нам сидит. Его-то хорошо видно. Вот мы сколько ходили, кстати, вот в эту часть. Очень мало какие животные были близко. А сегодня прям повезло. То, что, видимо, с камерой пришли, и вот нам высшие силы дают показать этих животных поближе. Вон там ходит олень. Видите его? Он идет по склону. Сегодня солнечный день, животные все повылазили. Поэтому в зоопарк, конечно, лучше ходить в солнечные дни, когда животным приятно гулять, приятно выходить на улицу, греться на солнце, проводить время на воздухе. Вот там вот горные. Таджикский винторогий козел, мархур. Вот они, видите, как собрались кучкой на возвышенности. А это вообще, раз они горные, видите, какой у них домик? Интересненький домик. И вот они все наверху сидят. Вот, скорее всего, самыми У них большими рогами это глава. Это мальчик, а с маленькими рожками это девочки. Ну, может, это просто молодые. А там козлятки, да. Может, это просто молодые бараны. Нет, это девочки, вот молодые барашки. Вернее, козлы, да? Винторогие. Вот. Видите? Вот тут вот девочка стоит. Девочка, а вон там забирается ребенок. Вот сюда посмотрим. Так, тут что у нас? Вот так заглянем. Тоже козленочек, да? Ребеночек. Вот такие вот они. Тут все видно, надеюсь, в камеру. Вот. Тут сюда заходить нельзя. Говорили, здесь медведи. Ну, мы сейчас, если будем ходить, я вообще не видела больше нигде медведей, кроме как там, где мы были. Может быть, наткнемся, но мне кажется, что их здесь не должно быть. Я не знаю, может, ошибка какая-то. Или в помещении, да. Вот тут еще, вот на берегу ручья вот этого написано, живут андатры. И, мол, не лезьте к ручью, написано там объявление. Андатры могут вам навредить. Вот эти олени ходят. Видите, очень тут живо. Такая природа стараются воссоздать так, чтобы были как будто бы естественные условия проживания животных. Это очень важный момент, я считаю. Чем животное как можно свободнее живет, тем лучше для него. Да. Есть зоопарки, где очень маленькие клеточки, где невозможно прогуляться даже животному. Вот смотрите, какие раздолья для них. Чтобы они ходить могли, бегать могли. Это же очень хорошо. Больше некоторых квартир. Больше некоторых квартир, сказал мой ребенок. Действительно, человеку уже тоже надо где-то бегать. Почему у нас такие маленькие квартиры? Вот видите, ребенок задумывается, что как-то мы неправильно живем. А в Японии у них вообще минимализм. У них квартира по 15 квадратных метров. Представляешь, это вообще можешь представить? Они когда спать ложатся, они кровать от стены отдирают из специального алькова. Вот так вот ее вытаскивают, ложатся спать. Потом утром хлоп к стене, чтобы у них это побольше места оставалось, да, в этих 15 квадратных метрах. А толку-то? Ну, пошлите, пошлите здесь, пошлите. Тогда к Птичьим озерам пойдем сейчас, да? Да. Хорошо, пойдемте. Там у них была реконструкция зимой, когда мы прошлый Тут раз. рога висят, смотрите, ребят. Можно фотографироваться. Видимо, Так, отпали. да, это для фотографии сделано. Давайте я сейчас буду фотографировать. Так. Ясно. Дядь. Тут для детей сделано, дядя Вова. Да ладно, нет, так я тебя сфотографировать хочу и вас всех. Давайте, вставайте. Так, вот, почти все. Стой, вот так. Сделай, да, очень важное лицо. Так, теперь ты. Давай, Максим, за пенек вставай. Рост у вас примерно одинаковый. Так. О! Замри. Круто. Теперь я. Сейчас, подождите, я камеру выключу. Это выйдет ярче. Я знаю, где он, так что сейчас идем. Все, идем дальше. Тут такая местность у нас.
Все сфотографировались в рогах. Все супер. Так. Как же можно не сфотографироваться с рогами? Это же ого-го. Так, мы уже опять пришли к медведям. Сейчас пойдем туда. Вперед. Я вот хотела магнитик купить. Есть вот 100 рублей? У меня есть 100. 1000? Давай. А у вас можно это, с 1000 сдачи будет? Магнитик хотела купить. Даже не знаю, посмотрю, но честно говоря, вряд ли. Ну дай тогда мне 100. Так, кого мне выбрать? Тут и слоник есть, и мишка, и белый медведь. А у нас что, в зоопарке есть белый медведь? Нет? Умер. Умер. Так, бегемотик, зебры, муравьед. Кого же мне выбрать? Может, с белым медведем дать. Не. Я вот... Не, мне нужно, чтобы кто-то тут как был, вот что. Возьму бегемотика. 100, да? Спасибо. Да, спасибо вам. Пошлите дальше. Так, Миша уже ходит такой весь. Он все доел. Ходит, слоняется теперь туда-сюда. Видите, слоняется. Пойдемте дальше. Я вот знаете, что думаю? Наверное, нам видео придется разделить. Потому что зоопарк очень большой. И нам только вот если монтировать... Потому что если мы сделаем огромный ролик на час, это будет уже фильм о зоопарке. Вот. Привет. 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 Они думают, что ты здесь даешь. Да? Привет. Иду ищет. Это гуси определенного вида. И они все вот так делают угу-гу. И га-га-га даже. Видите, они все к нам бегут, потому что они думают, что мы их покормим. Но мы их кормить ведь не будем. У него слеза потекла. Слеза потекла, что мы их кормить не будем. Он говорит, дай мне поесть. А я не дам, тебе нельзя животных в зоопарке подкармливать. Это опасно для вас самих. Я говорю, поесть, дай, поесть, дай. Не дам. Сейчас они все гуськом к нам как раз и пойдут. Голуби пытаются с ним слиться. Голуби. Я, говорит, это, маскируюсь под гусей. Вот пойдемте к тем подойдем, снимаем. Гуси. Гуси. Привет, ты гусь. А меня Карина зовут. Да? Привет, гусь. Привет. Ой, чуть-чуть. Он думал, что я ему даю поесть камеру. Вот они все идут. Вот идет чайка. Видите, она такая. Пытается порядок наводить здесь. Голубей много. И вот там лебеди на озере плавают. Тут очень много птиц. Очень много. Птиц тут в зоопарке просто, я не знаю, тысячи. Все они разные. И утки, и гуси, и лебеди, и чайки, И голуби. и голуби. Вот. И они все с нами разговаривают. Гу-гу-гу, говорит, гу-гу-гу. Гу. А кормить их ни в коем случае нельзя. А те, кто кормят, они делают плохо. Ты что так прям у меня трясешься, смотрю. Холодно, что ли, тебе? Холодно тебе, да? Печь хочет сильно. Да он, может, такует. А Ирина с нами приезжала, когда сюда. Они ее схватили за пальто. Это был такой юмористический случай. Прям схватили и тянули, пока она у них не вытащила это пальто каким-то способом невероятным. Вот есть такие коричневенькие гуси. Видите, у них голос другой. Видите, как они по-другому говорят? Видите? Подкрякивают по-разному. Да. Вот еще другой гусь, еще один вид. Видите, они все разные, гоняют друг друга, да. Довольно крупные, да? Куда ты меня зовешь? Я ж всех хочу снять, всех показать. Да, ты. Ты кушать хочешь, да? Ты хочешь кушать, а мы тебе не даем, да? Да ты мой маленький. А мы не дадим, мы не можем дать, ты что?
Да, мы не можем. Мы преступления не хотим совершать. А вот есть, смотрите, с маленькими клювиками и желтенькой мордочкой. Что-то им давали. Капусту, видимо, давали. Капусту можно давать. Вот тут вот есть еще листики оставшиеся. Вот, можно дать вот туда. Видите, капусту давали, можно дать. Но много тоже нельзя давать. Ты что кричишь на меня? Не кормите птиц летом или осенью. А, летом или осенью. Зимой можно, да? Нет, зимой нельзя. Птиц можно подкармливать всю зиму во время сильных морозов, когда толстый слой снега. Но сейчас нет никакого снега. Вот это вот почитай. Птицы, прикормленные человеком, утрачивают инстинкты постоянного поиска пищи и миграции. Так что, видите, вот, ну нельзя. А написано еще нельзя хлеб, плесневелые продукты, соленые продукты, видите? Так что вот так. Все очень опасно, когда птиц кормишь. Прикормили там летом, они не могут улететь зимовать. Так что они остаются здесь и мерзнут. Вот. Здравствуй, голубь. Постеснялся подходить. Тут очень такая обстановка приятная, мирная на озере. Вот. Так, идем дальше. Куда мы еще не ходили? Волкам. К волкам и к павлинам еще не ходили. В аквариум не ходили. Вот там, вот помните, мы чирик-чирик слышали? Надо, наверное, сходить туда было или что? Ну, пойдемте вот тогда сюда. К волкам, в аквариум, там вот здесь вот. Вот такие птички. Конечно, когда мы последний раз видели, были очень худые. А волк не должен быть жирным. Жирный волк это вообще нонсенс, Там если был честно. вообще скелет. Вот такая птичья вот зона. Очень красиво здесь. А эти должны быть Приятно. с каким-то мясом, а те были вообще в кости. Нет, им давали еду всегда, все. Волк, он должен быть доходягой. Это нормально. Вот уточка спит, селезень. Отдыхает себе потихоньку. Вот когда обходишь вокруг озера, приятно, красиво. Давай подойдем к птицам. Большим гнездом там. Они свили себе. Видите, какое гнездо? И вот тут такой прям сидит гордый. Это орлы, похоже. Орлы, наверное. Такой гордый прям сидит. Смотрите на него. Ну, клюв как у орла. Клюв как урла. Наверное, есть орел. И вот у них какое гнездо. Вот, белоплечий. Кто там белоплечий? Это тихоокеанский орел. Белоплечий орлан. Тихоокеанский. Ну, красивый, конечно. Такой. Так. Тут детки развлекаются. Качельки, всякие штуки для них. Снаряды. Ну, чтобы к волкам пройти, нужно через всех этих животных, да, пройти. Сейчас идет перестройка. Вот там зоопарка, верблюды, видите? Будем подходить? Да, пошли. Пойдемте. Небольшая перестройка идет. Да. Ну, я думаю, что они пытаются сделать территорию зоопарка как можно красивее, лучше. И расширить границы. Сделать вся, чтобы территория была благоустроенная. Вот. Нормально. Вообще очень люблю животных, конечно. Какие ваши любимые животные? Вот все равно же есть у некоторых людей какие-то любимые животные. Вот тут, например, вот зубр пасется, лежит. Вот там тоже зубры. Видите, какой мирный зубр. Разве сдержала бы его такая вот маленькая загородочка? Ну, там еще подкуп. Там, конечно, сделан небольшой овражек. Но если бы зубр захотел, его бы это не сдержало. Там вон пенек стоит. То есть он Они живет могут забраться. Могут. Он живет практически просто как ему нравится. Удовольствие свое. Там вот дальше ламы, альпаки, верблюды живут. Вороны с ними живут. Вот там зубр пасется. А вот тут вот эти вот все. Тут бизон. Ой, зубр. Зачем я его зубром назвала? Это бизон.
Я извиняюсь, просто зубры похожи на них, и я перепутала. Вот, бизон. Зубры у нас просто памятник в Калининграде есть, борющиеся зубры. И у меня заклинило. Вот они, альпаки. И разные ламы там. Вот лама написано, видите? А то, что коричневое, это лама. А беленькие должны быть альпаки в любом случае. Ладно, понял. Вот это все ламы, вот это все. А вот там, мне кажется, альпака пасется. Кудрявая это. Не, это... Думаешь, тоже лама? Да. Ну, такие вот разные виды их тут пасутся. Они добродушные довольно животные, не агрессивные. Вон у верблюдов Вот тоже тут вот, лама. вот тут вот чудо чешет морду об забор. Такая смешная. А вон еще одна лама, только у верблюдов. Да, она почему-то у верблюдов ее, видимо, отсадили для чего-то. Для какой-то цели. Может, это пара? Пара верблюд и лама. Нет, в смысле, А, вот там пара верблюдов, действительно. А вот здесь лама. А вон там бараны пасутся. И они все на одной территории. Это значит, что они не будут друг другу ни мешать, ничего. Ой, такая она смешная. Между ними открыт забор. Возможно, эта лама просто перешла. А, точно, вон калитка Калитка. открыта. Она поэтому здесь. Ее не отсаживали. Нет, ты не подходи, я тебя не буду кормить, не думай. Не лезь сюда, не лезь. сейчас харкнет. Нет, она не харкается, харкаются верблюды. Так, ну здесь дальше пойдемте вот туда тогда, да? Да, Туда, волкам. к волкам. Владимир Николаевич очень любит, видимо, волков. Я тоже. И Максим любит волков, да. Готов идти. Они называются мозоли ноги. Вот так-то. И вот тут все расписано. Вот верблюды, вот альпака. Альпаки там все-таки были. Я же говорила. Унья. Викунья, гуанако, лама. Видите? Все, я знаю теперь, кто как выглядит. Ты этого не запомнишь. Я запомню. Хотя я была в зоопарке уже 50 раз. И не запомнила ни разу. Но я когда-нибудь запомню, как они выглядят. Вот этот кустарник прям такой поразительный. А у того, видели, уже листочки, он больше на солнце. А этот нет, еще без листков. У него только вот там вот, в серединке. А у того вот прям вот на кончиках было. Трава уже летняя. Ну, трава-то летняя. Полностью. Как ни странно причем. Потому что у нас даже обычно в апреле такой не бывает, вот если честно. Так промерзает сильно. Ну, допустим, снега практически нет. Такой маленький покров. Но промерзает. И трава-то нет. Она начинается так в марте, в апреле так сильно-то уже расти. Деревья почки распускают. Когда? В прошлом году было. Март-апрель. А сейчас и почки тебе, и трава, потому что ничего не промерзало само по себе. Площадку, я говорю, что все это строят, прям интересное. Может, Но новые почему нет? животные завезут. Может быть. А может быть, для детей что-то строят. А, Или нет, стадион. Это похоже, это кататься на лошадях. Может быть, ипподром. Почему нет? Классно, я считаю. А тут стендов сколько информационных. Но мы сейчас подойти не можем, очень грязно. Тут машины, видимо, ездят, чтобы строить. Животные. Вон. Тут это не волк. возьмет камера. Солнце. С той стороны. Мы сейчас пойдем, да, с той стороны. Волк прикольно, они озорные стали. Озорные волки прыгают. Вокруг прыгают озорные волки. Максим, тебе книгу надо писать. Так, барьер не пересекать. Опасное животное. Вольер построен в 2004 году на средства, собранные жителями Англии. Видите? Можно даже QR-код считать и узнать историю этого, как это все было построено. Может, Так, это английские волки. а тут стеколка. Если они существуют. Подожди. Так, волки, волки, где вы, волки? Ты видишь волков? Вот это они исчезли. Ждем. Хочется увидеть волка. Там яйца. А, они в домике, что ли? Да,
под корень. Ну, пойдемте тогда в аквариум, а потом, может, поймаем волка. Сейчас сходим тогда в аквариум. Вон можно на поезд О, покататься. поезд идет для детей такой. Прикольный. Он не только для детей. Давайте его рассмотрим. Какой прикольный. Девочку катает. Сейчас зима, мало народу. Ну, пойдемте в аквариум сходим. Крайне мне нравится его работа. У него недовольное лицо. Да. Ну, бывает, что не всегда хорошее настроение. Вот тут такие вот есть дидактические материалы, чтобы понять, какая рыба где. И размеры этих рыб. Так, а здесь вот мы зашли. Тут пираньи. Первое сразу что? Пираньи. И у них живут вот такие улитки полосатые. Пиранья, она такая рыбка. Довольно спокойная. Когда она... Вот видели сейчас она что-то съела? Ее аж всю трясло. Она очень спокойно обитает в воде, да? Но когда она наплывает на добычу, они стаей нападают и сгрызают очень быстро-быстро челюстью. У них двигаются мелкие зубы и разгрызают вмиг. Где они зубы? Они, по-моему, могут за 15 минут человека обглодать, да? Ну, свинку точно. Маленькую. Они прям очень быстро голодают этими зубами. И вот сейчас мы видели Где у прям них зубы? внутри рта очень мелкие маленькие зубки. То есть вот такая рыба, она, да, очень опасная. Очень. А здесь уже такие маленькие рыбешки. Вот фиолетовые, например, рыбки. Тут вот красненькие. Похоже чем-то на золотую рыбку, на морского окуня. Рыба, кстати, странное название. Что? Сейчас всех посмотрим. Вот сомики желтенькие такие. Обычно они черненькие. Вот он прям там ракушечки. А вот тут вот есть такие рыбки.